Нильфия Аблаева родилась 8 июля в 1946 году в Ташкенте. В 1969 году она окончила архитектурный факультет Ташкентского политехнического института. Уже более полувека ее жизнь связана с архитектурой. В ссылке Нильфия Аблаева создала множество крупных проектов, среди которых станция Комсомольская Ташкентского метрополитена, Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности, пединститут в Ангрене и многие другие. В читальном зале библиотеки имени Гаспринского прошла встреча с известным архитектором. Архитектура – смысл жизни. Начиная с 1964 года, как я поступила на архитектурный факультет Ташкентского политехнического института. И с тех пор я архитектуру люблю, и без нее, конечно, жить трудно. Как детей любишь их, не делишь их, никто маленький, никто большой, все одинаковые. Так и проекты все одинаковые. Ответственные, они все ответственные. Потому что архитектура, это, знаете, это на 3 столбах, говорят, держится. Это и красота, и его технологическая часть, то есть и прочность. Вот эти 3 слона, как говорится, на 3 столбах держится. И все должно быть в гармонии, все должно быть, ничто не должно превалировать. На встречу с Нильфией Аблаевой пришли коллеги, люди искусства, общественные деятели. Мы учились вместе с ней, работали вместе. Да? Опять говорю о значении архитектуры. Человек, который профессионально работает до сих пор, это имеет очень большое значение, в том числе для крымских татар. Архитекторов у крымских татар такого возраста очень мало, их можно по пальцам перечесть. Есть уже молодые, к сожалению, сейчас их нет, они не слушают. Но Нильфия Апте, ее семье, ее сыновьям, которые тоже к этому имеют прямое отношение, я бы хотела пожелать здоровья, долгих лет жизни и профессиональной деятельности. Гости мероприятия имели возможность не только познакомиться с проектами известного архитектора, но и узнать ее в новом амплуа. Нильфия Аблаева представила одну из своих картин «Сказочный Бахчисарай». Среди напутствий начинающим архитекторам главное пожелание Нильфии Аблаевой – создание гармонии. Я желаю молодому поколению уже что-то, все включать, и мысли, и свои идеи, и современные технологии, чтобы все это было вместе, в гармонии. И получались, чтобы люди радовались, и молодые, и старые, и детки, и взрослые поколения, чтобы всем было комфортно в этой среде, среди таких домов, среди такого вот благоустройства.